открылась галерея старинных европейских и американских карт казахского государства 15-19 веков. В столице Евросоюза экспозиция представлена впервые. Наш собственный корреспондент Джанат Эрнст расскажет обо всем подробнее. Сегодняшняя презентация в Европарламенте галереи из 1500 американских и европейских карт казахского государства 15-19 веков, как, например, на этой карте, изданной в 1690 году под названием «Казаки-Тартари», доказывает непрерывность нашей государственности, насчитывающей почти 6 веков. С момента создания казахского ханства в 1465 году его название упоминается в атласах мировых картографических издательств США, Бельгии, Англии, Франции, Италии и Германии. Открытию этой экспозиции предшествовало издание книги «Атласа», включающей 130 старинных карт. Казахский ученый Мухит Ардагер Сыдыхназаров нашел их в библиотеках Европы и мира. По словам автора, его книга была издана в Брюсселе как дань бельгийским и голландским картографам. Они одними из первых отметили на своих атласах казахское государство. На многих картах казахское государство обозначено как стати Казаки-Тартари, то есть государство казахских тюрков. Поэтому наши предки, естественно, осознавали свою идентичность. Они знали, что есть арабоязычное, к примеру, пространство, и есть фарсоязычное, есть славяне, соседи там, и есть тюркоязычная общность тюркоязычных государств. Поэтому тартари переводятся именно как тюрки. Европейские наши партнеры привыкли видеть современный Казахстан. Нам хотелось сегодня донести им месседж о том, что есть наши глубокие связи, более нежели за последние 30 лет, когда имели мы сильные, хорошие, культурные, исторические, торговые связи, в том числе и политические связи с европейскими странами. Это очень хорошая возможность узнать больше друг о друге, о Казахстане и о Центральной Азии, о том, как они воспринимались людьми разных исторических эпох. Это также важно и с образовательной точки зрения. Неправильно смотреть на страну только как на молодое государство. Важно смотреть на вековую историю этого государства, на язык и культуру народа. И этот опыт нужно включать в наши отношения. В этом году готовится издание картографического семитомника с упоминанием казахского государства. Научный труд проливает свет на историю государственности не только нашей страны, но и всей Центральной Азии. У нас сейчас, например, в Таджикистане тоже идет публикация старых наших исторических документов, старых наших исторических хроник и так далее. И к ним сейчас добавляются подтверждающие их карты, если вот так взять. И поэтому это открытие, я бы сказал, это, так сказать, то, что огромная работа, которая была проделана нашими казахскими братьями, она важна не только действительно для Казахстана, но и для всей Центральной Азии. Галерея карт казахского государства 15-19 веков здесь, в стенах Европейского парламента в Брюсселе, будет доступна до 14 апреля.